Ровно год, как в России, действует закон о территориях опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. Документ предусматривает для резидентов ТОР различные льготы, преференции и послабления, в том числе освобождение от налогов на несколько лет. Еще на стадии разработки законопроект вызывал множество споров. Кто-то считал, что идея не принесет региону ничего хорошего. Некоторые видели в этом решении большие перспективы. Прошел год. Территории опережающего развития появились почти во всех регионах Дальнего Востока. По данным, потенциальные инвестиции составляют несколько сотен миллиардов рублей. Наш корреспондент Александр Лысак вспомнил, с чего начиналась разработка закона о ТОР, что он даст Якутии и ее жителям. Идея по созданию на Дальнем Востоке целой сети территорий опережающего развития с особыми условиями прозвучала еще в 2013 году в ходе ежегодного послания Владимира Путина. Пристальное внимание инициатива смогла получить лишь несколько месяцев спустя. В марте 2014-го в связи с событиями на Украине и референдумом в Крыму в отношении России странами Европы и Запада вводятся санкции, в том числе экономические. Привлекать инвестиции становится сложнее, особенно иностранные. Так закон о ТОР и выходит на передний план. Территория Дальнего Востока огромная, и ее надо развивать, создавать современное производство и рабочие места. В конце 2014 года законопроект уже находился в Госдуме. Во время очередного послания президент страны просил депутатов не затягивать с рассмотрением документа. Ключевую роль ТОРы должны сыграть в подъеме Дальнего Востока. Мы объявили о масштабных планах развития этого региона, и эти планы, конечно, будут реализованы. Прошу правительства проработать вопрос о декапитализации Фонда развития Дальнего Востока. На эти цели можно направить часть прироста федеральных налогов, который будет получен за счет открытия новых предприятий в регионе. В марте 2015-го закон вступил в силу. Документ предусматривает для резидентов ТОР множество преференций. Компаниям сокращают сроки получения необходимых документов, разрешают беспошлинный и безналоговый ввоз иностранной продукции, пониженные ставки страховых взносов и многое другое. Через несколько дней после вступления закона в силу Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока с представителями профильных министерств и ведомств. Глава Минвостокразвития Александр Галушко тогда рассказал, что отобраны несколько территорий, в том числе в Приморье, Хабаровске и Амурской области. Каждая из площадок имела потенциальных инвесторов. От начальных якорных инвесторов рассчитываем по этим площадкам получить 188 миллиардов рублей прямых инвестиций в начале работы ТОР. По работе с иностранными инвесторами хотел бы подчеркнуть, что очень позитивно воспринимается наш закон о ТОР. Именно с иностранными инвесторами подписано до его принятия еще 20 меморандумов о взаимопонимании. Резиденты территории освобождаются на 5 лет от уплаты налогов на землю, прибыль и имущество. Конечно, в последующем их все повысят. ТОР – это проект с долгосрочной перспективой. Один из его кураторов, вице-премьер Юрий Трутнев, во время поездок в Якутию не раз подчеркивал, что территория опережающего развития подразумевает наличие именно якорных инвесторов, которые вкладываются для долговременного сотрудничества. А дальше у нас будет площадка, причем площадка выверенная с точки зрения инфраструктуры, местоположения, на которую могут прийти другие инвесторы и создать новые предприятия. То есть это просто с точки зрения длительного эффекта более выгодная история. Если у федеральных чиновников мнение по поводу закона о ТОР едино, привлечение инвестиций в Дальний Восток необходимо, особенно при не самой лучшей экономической ситуации в стране, то среди общественных и гражданских активистов оно разделилось. Некоторые высказываются довольно радикально. Сотрудничавшие с партиями «Яблоко» и «Справедливая Россия», становившийся доверенным лицом главного коммуниста Геннадия Зюганова, но так и оставшийся бывшим заместителем председателя отчетной палаты, при этом занимая должность почти 20 лет назад, Юрий Болдырев, называет закон не больше, не меньше диктатурой и ставит крупные регионы Дальнего Востока ниже академических городков. Понятие «опережающее социально-экономическое развитие». Какое отношение это имеет вообще к социально-экономическому развитию? Социально-экономическое развитие в современном мире – это Новосибирский академгородок. Это наш куст академических институтов, это там Воронеж, там, Арзамас и так далее.
Совершенно иной точки зрения придерживаются действующий член Общественной палаты России Виктор Ермаков и действующий общественный представитель уполномоченного при президенте страны по защите прав предпринимателей Оксана Степанова. Они считают закон о территориях опережающего развития толчком для всего Дальнего Востока, где есть огромные территории, ресурсы и практически полное отсутствие внутреннего рынка. Закон ориентирован на производство продукции для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, создает необходимые условия для инвесторов. Без его принятия мы останемся на Дальнем Востоке без производства экспортоориентированной продукции с хорошей добавленной стоимостью, без перспектив конкурентоспособности. Можно долго рассуждать о необходимости развития Дальнего Востока, но пора с чего-то начинать. Закон о ТОР и есть тот стартовый механизм, который не только привлечет инвестиции в регион. Выявим на практике недостатки, будем корректировать, докажем эффективность, будем тиражировать. Руководители регионов, где создают территории опережающего развития, активно участвуют в реализации закона. Многие предлагают различные идеи и проекты. Все понимают, Дальнему Востоку нужно развитие. Каждое производство вновь созданное, оно всегда имеет определенный эффект. Прежде всего, конечно, это создание рабочих мест, это определенная социальная ответственность. Поэтому таким производством всегда надо относиться, конечно, очень ответственно. В течение 3 лет на Дальнем Востоке создадут 9 территорий опережающего развития. По 2 в Хабаровском крае и Амурской области, 3 в Приморье, 1 на Чукотке. Появится ТОР и в Якутии. Летом прошлого года в Якутске забили первую сваю индустриального парка «Кангаласы», первой территории опережающего развития в Якутии. В отличие от проектов других регионов, республиканский ТОР нацелен на развитие именно малого и среднего бизнеса. Большая часть будущих резидентов – это выпускники местного технопарка. Они уже готовы выйти на новый уровень производства. В перспективе компании создадут несколько сотен рабочих мест. Налоговое отчисление в бюджеты всех уровней за 10 лет составит более 3 миллиардов рублей. Территорию опережающего развития Кангаласы необходимо запустить осенью 2016-го. Такое поручение еще в феврале дал вице-премьер Юрий Трутнев. Первоначальная площадь ТОР составляет 17 гектаров, однако в будущем ее увеличат почти в 4 раза. Всего на территории индустриального парка разместят 7 производственных площадок, в том числе заводы по изготовлению арматуры, бытовой химии и сухих строительных смесей. Среди резидентов и компания «Биге». Предприятие занимается лакокрасочной продукцией. Яркий пример того, что всем необходим рост. «Биге» серьезно конкурирует на Дальнем Востоке с такими монстрами, как «Тикурила». Краска якутской компании стоит в 1,5–2 раза дешевле, однако не уступает по качеству и производится из местного сырья. А предприятию всего 4 года. Сейчас мы выпускаем около 400 тонн в год, и наше производственное и, как сказать, объем продаж с годами увеличивается примерно в 2 раза. При этом ТОР Кангаласы не требует огромных вложений. 200 миллионов бюджетных средств предусматривают лишь на создание инфраструктуры. Что касается частных инвестиций, то 17 потенциальных резидентов готовы вложить в парк Кангаласы почти 2,5 миллиарда рублей. Точки сбыта будущей продукции обозначены. Товары от резидентов ТОР сперва попадут на региональный рынок. Каждый из наших предпринимателей, они своего покупателя в лицо знают. Здесь же он находится рядом, да? И свою долю на рынке они уже точно знают, какая она есть. И в принципе у них их продажи, самое главное продажи, их продажи они вполне ясно прогнозируемы. Планируется создать фонд развития микрорайона Кангаласы. Инициаторами являются сами резиденты. Для поселка это отличный вариант. В 80-е годы прошлого века Кангаласы процветали, промышленность активно развивалась. Добыча угля составляла около 500 000 тонн в год. Полвека спустя эта цифра не превышает 150 тысяч тонн. Численность населения меньше 2000 человек. Из-за упадка не строятся социальные объекты и жилые дома.
С территорией опережающего развития, в частности созданием фонда, власти связывают большие надежды. При распределении средств, которые будут поступать, будут и входить в состав и общественники, и структуры местной власти. Поэтому это будет очень большим подспорьем. Мы будем решать какие-то насущные проблемы, решать вопросы поселка. Одним из недочетов закона о территориях опережающего развития скептики называют возможность найма иностранных рабочих без получения соответствующего разрешения и учета квот. Но это не означает, что резиденты станут нанимать только иммигрантов. Торг Энгаласа это доказывает. В микрорайоне до сих пор формируется база вакансий и резюме для дальнейшего трудоустройства местного населения в компаниях-резидентах. В нее попал и коренной житель поселка Кенгаласы Сергей Мальцев. 2 километра забора для индустриального парка построены его бригадой за несколько месяцев. Мужчина рассказывает, зарплату никогда не задерживали. Все звонят, спрашивают, увидят, по поселку идешь, спрашивают, как попасть в этот торг, куда сдавать резюме. Но, конечно, были люди, кто против. Но, насколько я знаю, вот, многие желают, даже, не знаю, как в торте, но многие желают работать здесь в Торе. Потому что никакой езды не надо, и рядом с домом. Главный плюс индустриального парка Кенгаласы – это время окупаемости. Изначально закон о территориях опережающего развития создавался для размещения крупных заводов, которым для того, чтобы выйти в плюс, понадобится не меньше 10 лет. Кенгаласы преодолеет этот барьер за 3-4 года из-за наличия сразу нескольких малых и средних предприятий. Масштабы меньше, поэтому и выход на проектной мощности быстрее. Но не это главное. Вместе с индустриальным парком начнет развиваться микрорайон Кенгаласы. Территорией опережающего развития станет не производственная площадка, а населенный пункт. Александр Лысак, Василий Слепцов и Евгений Лугинов. Якутия. День за днем.